не раз судьба сталкивала и Алихана, и его друзей боевых лицом к лицу со смертью. Они всегда выходили достойно из этой ситуации. В Самаре состоялось официальное открытие бульвара имени Героя России Алихана Калиматова. Заметили наш труд небольшой в предупреждении инфекционных заболеваний, в профилактике, вакцинопрофилактике. Чистота превыше всего. 95 лет со дня образования Государственной санитарно-эпидемиологической службы России. Салам алейкум, положение. Нормально, брат. Самочувствие как? Отлично. А все могло бы быть иначе, когда вовремя на выручку нашего земляка не подоспел бы дагестанский полицейский в случае в Избербаше. С прошлого года у нас ведется целенаправленная работа именно по водным объектам, чтобы исключить все какое-либо загрязнение, источники загрязнения ликвидировать. В мутные воды внесут ясность. В Гамурзееве запустили начисные сооружения. Здесь нужно просто чувствовать, выражать свои эмоции. Каждая линия в букве, она выражает ваше эмоциональное состояние. Кистью вяжет узоры. Арабская каллиграфия на холстах Айсабель Закароевой. Выставка в Ингушетии. Добрый вечер, это новости 24. В Самаре состоялось официальное открытие бульвара имени Героя России Алихана Калиматова. В мероприятии принял участие глава Ингушетии Юнусбек Евкуров. Такое решение было принято в связи с обращением к градоначальнику ФСБ России по Самарской области. Алихан Калиматов переехал в Самару в 1996 году. Здесь он учился в Самарском госуниверситете и с 2000 года нес там службу, постоянно выезжая в горячие точки. 17 сентября 2007 года подполковник был расстрелян неизвестными в автомобиле недалеко от села Газиюрт, Ингушетии, и скончался в больнице. Указом президента Владимира Путина 4 ноября 2007 года ему было присвоено звание Героя России посмертно. Историческую миссию, которую мы сегодня выполняем, будет на многие-многие годы служить тем людям, которые живут здесь, в Крутых Ключах, людям Самарской области, города Самары, людям, которые живут в Ингушетии, людям, которые потеряли своих мужей, братьев, родных в разных горячих точках, защищая и конституционный строй нашей страны, да и просто защищая интересы людей нашего государства. Алихан Калиматов был одним из ярчайших представителей тех людей, которые защищали интересы нашей страны. Он был, как и другие многие, верны присяге. Они делали все, чтобы ингушский народ, русский народ, другие народы, проживающие на нашей родине, были дружны, жили вместе, чтобы никто извне не мог диктовать волю, условия, как нам жить, что нам делать, и более того, эксплуатировать нас. У нас сложилась очень хорошая традиция Самары, города Самары, Самарской области. У нас уже более 200 школ, названы именами героев по области. И больше ни один регион страны не может похвастаться, пусть это слово будет не совсем уместно сегодня, таким количеством школ, названных именами героя. И мы это делаем сознательно. Почему? Потому что в любом случае эти вещи, пожалуй, самые, может быть, доходчивые для наших молодых людей, молодого поколения, школьников, чтобы они понимали, какой ценой доставалось сегодняшний день, те условия жизни, которые создаются сегодня, и то будущее, которое они сами себе строят. Достойная смерть – это тоже подвиг. Но это не только
подвиг бессмертный, это, мне кажется, продолжение жизни человека. И сегодня я для себя с большой радостью, с удивлением обнаружил, что есть люди, которые совершают боевые подвиги, а есть люди, которые совершают трудовые подвиги. Это вот только что был назван Владимир Кошелев, который строит этот микрорайон, и который вышел с инициативы, чтобы назвать улицы, бульвары именами героев. Это важно для нас, для всех. Особенно важно для тех детишек, которые стоят в строю. Почему? Потому что они должны воспитываться ежечасно, ежеминутно на подвигах своих предков. И те, кто в годы Великой Отечественной сложил в своей жизни, и те, кто сегодня в борьбе с любым проявлением против нашей великой страны, особенно это с международным терроризмом, погибает, отдает жизни или остаются живы, но доказали верой и правдой, что они преданы своей отчизне. Спасибо, Володь, тебе за такой мужественный, патриотический подход к этому делу. Я благодарен сегодня начальнику управления ФСБ Самарской области Владимиру Федоровичу вам за то, что вы и ваш коллектив вышли с инициативой, в том числе поддержали эту инициативу. И уверен, что по-другому быть не могло. Почему? Потому что это наш общий боевой товарищ, наш брат, который погиб во имя сегодняшнего такого светлого дня, в том числе. И таких, как он, к сожалению, погибших, почему говорю, к сожалению, потому что не погибли, их нет, их сотни. Сегодня свой день рождения отмечает полномочный представитель президента страны в СКФО Олег Белавинцев. Олег Евгеньевич имеет богатый опыт государственной службы, зарекомендовал себя исключительно с положительной стороны. На должности полпреда всегда берется за решение сложных экономических и социальных проблем округа. Его поздравил Юнусбек Евкуров и выразил благодарность за помощь и поддержку, которую он всегда оказывает нашему региону. Поздравления сегодня принимает и Рамазан Абдулатипов, правда, уже с Днем единства народов Республики Дагестан. Впервые праздник отмечался в регионе 6 лет назад. Решение об этом было принято в декабре 2010 года на 3-м съезде народов Дагестана. Указом главы региона была установлена дата – 15 сентября, день, когда дагестанская армия повергла в бегство войско Надир-Шаха. В праздник по всей республике проходят различные торжественные мероприятия и народные гуляния. Юнусбек Евкуров пожелал братскому дагестанскому народу мира, добра и процветания. В региональном управлении Роспотребнадзора отметили 95-летие со дня образования Государственной санитарно-эпидемиологической службы России. На торжественном собрании присутствовал советник главы Ингушетии Зураб Маршан, зампред правительства региона Хусен Зурабов. Традиционно праздник отмечают ветераны и работники СЭС, санитарные врачи, их помощники, лаборанты, интерны, биологи. Все они преследуют одну цель – предупреждение, профилактика и борьба с массовыми инфекционными заболеваниями. Репортаж Марины Муталиевой. В этот юбилейный день, празднования 95-летия, от имени правительства Республики Ингушетия, от себя лично поздравляю вашу службу с этой знаменательной датой. В честь юбилея санитарно-эпидемиологической службы лучших работников Роспотребнадзора награждают грамотами за активное сотрудничество и плодотворную работу. В их числе и Адам Картоев. Сначала работал в Центральном управлении Роспотребнадзора, а вскоре стал главным врачом в Центре гигиены и эпидемиологии. В целом работе в службе посвятил 13 лет. Заметили наш труд небольшой в предупреждении инфекционных заболеваний, в профилактике, вакцинопрофилактике, то есть введение повсеместного надзора и поддержки нашего здравоохранения. То есть наша служба, она следит за коллективным здоровьем населения, чтобы не было вспышек, не было каких-то инфекций и так далее. Я хотел бы обратиться не только к своим коллегам, но и ко всем коллегам здравоохранения. Хотел бы и их поздравить, так как этот профессиональный праздник не только наш, не только санитарной службы, а, я так думаю, всей службы здравоохранения. Сегодня трудно представить себе ту область жизни общества, где не осуществлялся бы государственный санитарно-эпидемиологический надзор. Специалисты службы последовательно решали одну задачу – обеспечение охраны здоровья людей. Незаметно от жителей сотрудники Роспотребнадзора защищают территорию от проникновения инфекционных заболеваний из-за рубежа.
Ваш ежедневный кропотливый труд, своевременное проведение профилактических и противоэпидемических мероприятий помогает решать вопросы сбережения здоровья нашего населения. И в этом заключается особая роль и благородная миссия вашей службы. Сотрудники службы регулярно проводят анализ причин заболеваемости населения, просвещают его, составляют эпидемиологическую статистику. И потому именно эти специалисты являются достоянием организации. Среди них выделили ветеранов, чей трудовой стаж превышает 20-30 лет. К примеру, Умар Дерчиев работает в управлении Роспотребнадзора Республики с 1982 года. Ну, безусловно, если говорить о том, как начиналось, а потом в процессе реорганизации и развития этой службы, многое, конечно, изменилось, а вместе с переменами и набирался и опыт, и знания, и, можно сказать, и содержание работы во многом изменилось. Благодаря опыту и профессиональным знаниям специалистов Роспотребнадзора в Ингушетии успешно сохраняется стабильная санитарно-эпидемиологическая ситуация. Марина Муталиева, Хаваш Гойгов, Новости 24. Борьба с коррупцией, санитарное состояние города, реконструкция дорог и прокладка водопровода. Эти и другие темы обсуждали на сходе граждан в Карабулаке. Все подробности у Мадины Пугоевой. Говоря о социально-экономическом развитии города, глава Карабулака отметил, что за последний год на территории муниципалитета произошло немало позитивных изменений. Построен и введен в эксплуатацию парк к 25-летию региона, отреконструирована въездная арка и парк славы. Строятся и благоустраиваются многоэтажные дома, асфальтируются улицы, а самое главное – запущен завод по производству алюминиевых и биометаллических радиаторов отопления. На заводе будет создано 109 рабочих мест. При этом из уже принятых на работу людей 80% это горожане, жители города Карабулак. Из важных объектов, которые планируется завершить в текущем году, нужно отметить торгово-логистический комплекс общей площадью 6 тысяч квадратных метров для хранения 8 тысяч тонн овощей и фруктов. Выступая перед собравшимися, градоначальник отметил, что одной из приоритетных задач, стоящих перед ним с самого начала, было исключение коррупционных проявлений в работе администрации. За небольшой период удалось добиться существенных результатов, признается он. Продолжая тему правонарушений на территории Карабулака, о достигнутых успехах рассказал и заместитель начальника местного отделения МВД России. Большой рост совершения преступлений, таких как кража. Получается 23 преступления против 18 прошлого года. Из них у нас раскрыто 6 преступлений, лица привлечены к уголовной ответственности. Конечно, без проблем тоже не обходится. Один из самых актуальных вопросов для местных жителей – санитарное состояние города. Мусор в пакетах ставят вдоль дороги и рядом с собственными домовладениями, что серьезно портит эстетический вид центральных улиц. Кроме того, назрела необходимость установки и замены трансформаторов в районе новостроек, а для многих жителей города вопрос водоснабжения и вовсе в приоритете. Хотелось бы, чтобы администрация города Карабулак побольше внимания уделяла, конечно, в некоторых местах большие порывы бывают, так как у нас трубопровод полностью по городу старый, в некоторых местах заменили, но хотелось бы, чтобы на следующий год больше внимания администрация вышла к президенту, к главе нашей республики с этим вопросом, и чтобы полностью решили вопрос на следующий год. О завершении встречи местные власти поделились планами на следующий год. Запуск торгово-логистического центра, реконструкция дорог, строительство нового здания первой школы и городской поликлиники, газификация и прокладка водопровода в районе новостроек. Все эти задачи планируется решить местной администрацией в 2018 году. Мадина Пугоева, Магомед Дидигов, Новости 24. В Гамаш-9 запустили очистные сооружения сточных вод, которые долгое время простаивали. Для наладки работы пригласили специалистов из Краснодара. Глава города вместе с экологами лично убедились в исправной работе предприятия. Теперь экологическое состояние рек в Назрановском районе должно измениться в лучшую сторону. Репортаж Заремы Ивлоевой. Сооружения, предназначенные для сложной очистки загрязненных вод, были построены еще 15 лет назад. Предприятие должно было обслуживать город Назрань и весь район. Но вот только по ряду причин работало оно с постоянными перебоями. А жители тем временем активно загрязняли реки. Одна из самых пострадавших – река Назранка, на экологическую реабилитацию которой потребуется немало времени. Поэтому экологи особенно заинтересованы в запуске очистных сооружений. С прошлого года у нас ведется целенаправленная работа именно по водным объектам, чтобы исключить все какое-либо загрязнение, источники загрязнения ликвидировать. И один из самых основных проблемных вопросов у нас был именно вот этот – канализация города Назрань. Теперь
Самое главное – организовать здесь надлежащее обслуживание. Объект передается водоканалу региональному, чтобы объект не был запущен и обеспечивалась надлежащая работа их. За сутки здесь может обрабатываться 14 тысяч кубических метров воды. Процесс контролируют 15 сотрудников, которые работают круглосуточно. Мэр Назрани Алихан Тумгоев и руководитель комитета по экологии приехали лично удостовериться в запуске сооружений. Как заверяет руководитель предприятия, больше перебоев в работе стратегического объекта не будет. Все проблемы устранены, пусконаладочная работа, все сделано. Все люди, все, которые нужны люди у нас присутствуют, есть. У нас обученные хлораточники, у нас обученные диспетчеры, обученные операторы. Все это было сделано, вся эта работа была проделана. Уже месяц здесь работают специалисты из Краснодара, перед которыми стоят сразу несколько задач. Запуск биологической очистки воды, обучение персонала и в случае необходимости в дальнейшем дистанционная поддержка ингушских коллег. В хранилищах заработали 2 очистительных фильтра по обработке воды. Первый этап механической обработки самый сложный. Попадая в резервуар, воду очищают от мусора, который поступает из канализационных труб вместе с водой. Ну а далее самое сложное. Следующий этап очистки у нас в песколовке, где происходит оседание песка и его удаление в песковый бункер. Значит, после песколовок вода через распределительную камеру проходит у нас на блок биологической очистки. Блок биологической очистки предусматривает полную биологическую очистку от соединений азота и органических соединений. Также там предусмотрено отстаивание активного ила и его удаление. Далее вода хлорируется и уже очищенная, прозрачная и обеззараженная попадает в Назранку. Работа очистных сооружений несет не только огромную пользу для потребителей, но и играет большую роль в деле защиты окружающей среды. Сточная вода, прошедшая подобную очистку, уже никогда не будет гнить, а напротив, станет экологически безопасной для человека. Возможно, что совсем скоро эти места вновь станут излюбленными для местных жителей. Зарема Ивлоева, Магомед Асканов, Майрбек Миржоев. Новости 24. Нет терроризму. Открытый урок мужества под таким названием прошел в первом лицее Магаса. Солидарность в борьбе с насилием, меры профилактики и воздействия на подрастающее поколение. Каждый из этих пунктов обсуждения обязателен для воспитания здоровой во всех отношениях молодежи. В этом уверены организаторы. Здесь же провели тематическую акцию. Каждому слушателю подарили диск с поучительным фильмом. Репортаж Юсупа Келесханова. В основе идеологии терроризма всегда лежит насилие, которое не является целью, а средством осуществления преступных планов. На уроке мужества не только старшие классы, но и младшие. Сегодня дети вспоминают жертв террористических актов, которые всколыхнули всю страну. Об этом рассказывают и показывают в видеороликах. Религиозные деятели в который раз объясняют, ислам не приемлет насилия и террора, и победить это зло можно только посредством истинных знаний. Е молоели идеологияна поддаваться деш болуш банахы цунахы илм цахалара хагыл цахалара ve олам ол үш хагыл должна хамцани қиял масна дакачада цар хагыл. В интернете террористические организации демонстрируют свою силу и готовность идти до конца, не считаясь не только своими, но и жизнями мирных граждан. Во всем мире активизируется антитеррористическое движение, повышается уровень знаний, чтобы решительно противостоять террору, и ингушская молодежь в их числе. Терроризм — это очень глобальная проблема для всех нас, очень опасная инфекция, которая зарождается среди людей. Терроризм несет огромный вред всем людям. Мы считаем, что каждый человек имеет право жить, иметь мирное небо над головой. Мы все вместе боремся против терроризма. Сотрудники регионального Миннаца решили еще и акцию провести. Школьникам подарили диски с поучительными фильмами антитеррористического характера. Такие акции играют большую роль в духовно-нравственном воспитании молодежи, считают здесь. Материалы, содержащие в диске, служат хорошим подспорьем профилактики экстремизма, особенно в молодежной среде.
Ежегодно от рук террористов погибают тысячи ни в чем не повинных людей. Сегодня также вспоминают и сотрудников правоохранительных органов, погибших при выполнении служебного долга. В стремлении всеми силами противостоять терроризму, как национальному, так и международному, жители республики едины, а профилактику по недопущению разрастания этого преступного безумия нужно проводить еще со школьной скамьи, считают богословы. بورشو بارش ديان برد أجي حتصق صدوا حم عداء دو حم حاد دوش اشتغل حاجة اللي ده بيرش حنجم حنزر زنگ بدی اگر دیست یا دتی شو هستی است متی گوزیالر تابده زیدی کسی هم بردیشه و با وجود دیونه مسند خیک دیست آقل دست وجه یکم لوردر دست یه هم بردین سون یه هم بلات دوز یه هم دوز یا دقیق دیش دو حل دیش قیلا یعنی سخیرم بلیدی سعی من یاز ملاش باتیش با قیلا حبیش ملاتی Бдительность и ответственность каждого – это и есть арсенал антитеррористической коалиции. Нужно помнить, что любой человек, независимо от статуса, может оказаться втянутым в губительные сети. Нашему народу это знакомо, понимают и школьники. Терроризм не обошел стороной нашу республику, и террористические акты были в нашей республике. Я против такого, и наша школа, лицей, мы все против терроризма, экстремизма. С терроризмом следует не столько бороться, сколько предупреждать его возникновение, говорят на встрече. Только толерантность и взаимоуважение позволят предупредить разрастание социальной базы терроризма и лишат преступников надежды на поддержку в обществе. Это лучшая профилактика экстремистских настроений, наставляют школьников. Но на этом профилактические встречи с подрастающим поколением не заканчиваются. В октябре в регионе пройдет большой флешмоб, участники которого еще раз заявят во всеуслышание: нет терроризму. Юсуп Гелисханов, Тимур Карахоев, Новости 24. Трагедия едва не разыгралась на пляже Избербаша. На юношу из Ингушетии, плававшего в море, налетел морской катер. В результате Абдурахман Кастоев был серьезно ранен. Но подоспевший на место происшествия старший сержант полиции Тагир Абдулгалимов в буквальном смысле спас жизнь молодому человеку. Но он оказал юноше первую помощь и доставил в больницу. Сейчас жизни Абдурахмана ничего не угрожает. Лейла Гайсанова продолжит. Салам алейкум, общее положение. Нормально, брат. Самочувствие как? Навестить Абдурахмана Кастоева в больницу приехал его спаситель, старший сержант полиции Тагир Абдулгалимов. Трагический случай произошел в море. Морской катер, бороздивший воды Избербаша, совершил наезд на жителей Ингушетии. В результате лопасти мотора тяжело ранили молодого человека, вследствие чего он стал терять много крови. Летальный исход, как говорят специалисты, был неизбежен, так как была повреждена артерия на ноге. Но внезапно появившийся на месте происшествия Тагир Абдулгалимов взял ситуацию под контроль. Люди там стоят, много и зеваки были, смотрели, которые, и в шоке люди были, которые не знали, что делать. Я увидел эту картину, якобы лежит человек, весь крови истекающий. И у него было, да, уже в данный момент, как нога перевязана. Но я пощупал эту ногу, эту повязку, ту, которую перевязана, но она буквально ничего не значила в данный момент и не могла ничто остановить, там, чтобы что-то утечки крови. В тот момент я его развязал и чуть повыше, буквально сильно затянул эту веревку. И в тот момент она, кровь перестала сочиться уже. И я сказал ногу, чтобы они ровно держали. Я позвонил сразу 112. Пострадавшего увезли на карете скорой помощи в центральную городскую больницу города Избербаша. Хирург, осмотревший раненого, отметил, что благодаря своевременно оказанной профессиональной помощи парня удалось спасти. Сейчас его жизнь вне опасности. Верхняя треть бедра он придавил артерию, ниткой завел, что с медицинской точки зрения и спасло жизнь этому пострадавшим. В последующем, да, ему была в перевязочной была осмотрена рана, было определено, что артериальное кровотечение, артериальный сосуд был поврежден, и быстро его в операционную. Там перевязали кровоточащий сосуд, и тем самым спасли, можно сказать, ногу тоже. Состояние стабилизировалось, средняя степень тяжести. Вершить благие дела может каждый, однако далеко не все способны подвергать риску собственное благополучие, подавая руку помощи другим. Как и большинство скромных людей, своего геройства Тагир не признает.
По его словам, он лишь выполнял свой долг не только в качестве сотрудника полиции, но и как простой гражданин, не способный стоять в стороне, когда другие нуждаются в помощи. И это не первый случай, когда усилиями старшего сержанта была спасена человеческая жизнь. Каждый день такие случаи, когда он вне работы дома, он постоянно бывает на берегу. Даже можно сказать, что он выполняет роли спасателей. Жаркая пора – время солнечных дней, беззаботно проведенных на морском берегу. С наступлением купального сезона десятки тысяч отдыхающих со всей России приезжают в Дагестан, чтобы приятно отдохнуть после трудовой рутины. И порой по причине человеческой беспечности инциденты, когда люди становятся жертвами коварной водной стихии, случаются очень часто. И только в этом году по невнимательности отдыхающих погибло несколько человек из Ингушетии. И если не знать элементарных правил поведения в морской воде, несчастного случая не избежать. Лейла Гайсанова при содействии пресс-службы МВД России по Республике Дагестан. Новости 24. Незаконную перевозку пассажиров водителями грузового транспорта выявляли в ходе очередного рейда сотрудники ГИБДД. Проверку провели на трассе Назрань-Малгобек. Всего за пару часов было выявлено 6 случаев, составлено 15 административных дел по другим нарушениям: тонировка, отсутствие ремня безопасности и госрегистрационных знаков. Такие профилактические мероприятия сотрудники ГИБДД планируют провести в других городах региона. Не нарушали эти правила дорожного движения, особенно водители, чтобы они не нарушали, не привозили детей без детского устройства, без ремней безопасности, ни в коем случае не привозить людей, не оборудованными сиденьями грузового автотранспорта. Уже завтра на стадионе имени Рашида Аушева состоится матч между «Ангуштом» и командой «Краснодар-2». К предстоящей встрече наши игроки подходят в боевом настрое и проводят предматчевую тренировку. Начало сезона для наших футболистов пока складывается весьма неплохо. «Ангушт» пополнил свои ряды несколькими качественными игроками. Сегодня футболисты провели легкую тренировку во избежание травм и рецидива мышц. Под руководством тренера отрабатывают стандартные положения. Готовиться конкретно к сопернику определенному, который у нас предстоящий матч у нас завтра с Краснодаром. Очень довольно-таки приличная команда, хоть и молодая, идет на первом месте. Все мы как бы понимаем, что это тяжелая игра будет. Приходится подстраиваться, изучать его. Задача стоит выиграть. У нас принципиальная игра с ФК Краснодаром, так что будет интересная игра. Готовимся, как и к любым другим матчам, также интенсивно. Надеюсь, что все наши усилия мы завтра покажем на игре, и это нам принесет хороший результат. В физкультурно-оздоровительном комплексе селения Яндари прошел турнир по грэпплингу. Это такой вид спортивного единоборства, совмещающий в себе технику всех борцовских дисциплин с минимальным ограничением болевых приемов. В соревнованиях приняли участие более 200 спортсменов в возрасте от 16 до 20 лет. Репортаж Саида Куштова. Соревнования посвящены памяти сотрудников полиции, погибших при исполнении служебного долга. В Ингушетии знают и помнят больше 400 имен таких патриотов. На турнире собрались спортсмены со всех городов и районов республики. Тимирхан Гандалоев благодарит организаторов соревнований, что не забывает о тех, кто отдал жизни для мира и процветания региона. Выбор дисциплины не случайный. В Ингушетии сейчас активно развивают два направления – грэпплинг и смешанные единоборства. Но последним можно заниматься только с 15 лет. А главная задача организаторов – привлечь больше молодых ребят к занятиям спорта. Сегодня этот турнир носит не только спортивный характер, но и патриотическую составляющую. Чтобы само название говорит о том, чтобы каждый житель республики
участвовал в безопасности, на страже порядка нашей республики. Сами ребята к состязаниям подошли очень ответственно. Для многих из них это не просто старт. Почтить память сотрудников, защищавших мир и покой в родной республике, юные борцы считают делом чести. Борьба на коврах длилась в течение дня. Медали разыгрывали во всех возрастных и весовых категориях. В планах организаторов сделать турнир традиционным. Саид Куштов, Майрбек Межоев, Новости 24. В Музее краеведения имени Тугана Мальсагова открылась выставка, посвященная Магомеду Джабагиеву. Он вошел в историю как видный ингушский ученый, лингвист, этнограф, стоявший у истоков ингушской письменности, автор первого ингушского алфавита на латинской основе. Последние годы своей жизни Магомед Джабагиев провел во Франции, куда ему пришлось эмигрировать вместе с семьей. На выставке представлены все материалы о семье Джабагиевых, что хранятся в музейном фонде. Отец Магомеда Ижит Джабагиев – полный георгиевский кавалер и участник русско-турецких войн, а его брат Васангирей Джабагиев – ингушский просветитель и общественный деятель. В выставке Музея краеведения находятся фотоматериалы, подлинники фотоматериалы, фотографии, архивные материалы, газетные материалы прошлого о Джабагиевых, Васангирее и Магомеде. Вот сегодня стало известно, что собираются передать личные письма Джабагия. Руководством главы республики Музея краеведения активно занимается возвращением наших утерянных раритетов. Вот и благодаря этим людям, меценатам, нашим людям, эти наши источники, исторические материалы возвращаются на родину. Пожалуй, главный экспонат выставки – кинжал Кама, принадлежавший семье Джабагиевых. Он был привезен из Парижа при содействии мецената Алихана Харсиева в 2011 году. После 80-летней миграции артефакт наконец вернулся на родину. Кинжал конца 19 века изготовлен из стали, серебра, латуни, кожи и дерева. Он был передан в дар музею другом семьи Джабагиевых Александром Бобриковым. В семье Джабагиевых умерли все мужчины. Жена Магомеда Джабагиева, Аминат, она подарила 10-летнему мальчику Анатолию Павловичу Бобрикову на 10-летие. И когда этот мальчик уже вырос, он открыл свой частный музей в Париже, лейб-гвардии казачьего полка Его Величества. И через некоторое время Бобриков узнал, что кинжал принадлежит ингушскому народу, и ингуши хотели у него закупить этот кинжал. Но он оказался благородным человеком, и он передал нам в дар музею. В мемориальном музее жертвам репрессий открылась выставка искусства пера. Дагестанская художница родом из Северной Осетии пишет свои картины в непривычном стиле. Все работы выполнены в арабской каллиграфии. Айси с помощью изящной вязи наносит на холст святые писания из Корана. На выставке побывала наша съемочная группа. Мария Местоева расскажет подробно. Плавные движения кистью, изящные линии и разнообразие цветов и красок. Художница проводит линию, и сначала кажется, что это просто бессмысленная вязь. Но если приглядеться к каждой картине, то становится понятно. На холсте нечто большее, чем просто запутанные линии. Красочная вязь образует слова и даже целые предложения. Каждая картина – это аят из священного Корана. Я считаю, что арабская каллиграфия – это одно из видов направлений, через которые можно выразить всю красоту ислама. И можно достучаться до сердец людей, показать, что в исламе ислам – это не религия террора, да, как нам прививают извне, а религия мира, добра и красоты. Сама художница по профессии архитектор. Коранической каллиграфией увлеклась 5 лет назад. Об успешности увлечения девушки можно судить по количеству проведенных выставок в разных городах нашей страны. И все экспозиции проходят при полном аншлаге. Зал мемориального комплекса тоже забит желающими приобщиться к прекрасному. Причем интерес работы Айси вызывают не только у приверженцев ислама. Меня очень сильно удивляло их отношение к такому виду искусства, потому что, не зная, что вложено в контекст, они чувствовали оттуда какую-то энергетику, которая дает теплом. И даже был человек, который абсолютно никак не относился, да, к исламу,
и вообще какой-либо религии, но она мне сказала, что несмотря на то, что картины выполнены в темном цвете, от нее исходит какая-то теплая энергетика. И чувствуется, что это действительно что-то священное, что-то светлое. Арабская каллиграфия – уникальный вид исламского искусства. Некоторые искусствоведы даже называют ее символом нашей религии, которая отражает ее многогранность, гармонию и красоту. С древних времен этот вид творчества имел свою роль и смысл. Ведь, как все знают, изображение людей и животных в исламе строго запрещено. Ислам через красоту вязи вот этой коранической, арабской, передает нам очень многие формы. И глядя на это, каждый может для себя вынести отсюда что-то сакральное, что-то возвышенное, величественное. Художницу во всех начинаниях всегда поддерживают друзья и родственники. Вот и сегодня, узнав, что в Ингушетии пройдет выставка Айси, в музей из Моздока приехали ее тети. На выставке племянницы они впервые. От этого и эмоции от увиденного через край. А первое из чувств – это гордость. Мы очень рады, что нам выпала такая возможность сегодня приехать, посмотреть, встретиться, увидеться с таким прекрасным, прикоснуться к прекрасному. Мы очень рады за нашу девочку, что у нее такие успехи, и желаем ей в дальнейшем тоже также продолжать творческих успехов в жизни, чтобы у нее было много еще интересных работ. В нашем регионе такая экспозиция открылась впервые, но уж точно не в последний раз. Выставку своих работ Айсабель Закароева посвятила 25-летию республики, сделав таким образом своеобразный подарок Ингушетии. К открытию искусства пера присоединился и Рамзан Угурчиев, который зачитал приветствие художницы от администрации главы региона. Как и всех посетителей, экспозиция его очень впечатлила. Если честно, я и сам не ожидал. На выставках бывал часто, но такой формат впервые я вижу, и, конечно, мне очень нравится. Каждый человек в силу того, что у него скрыто внутри, каждый человек видит в картине в разной отражение своего внутреннего состояния, мне кажется. Поэтому я бы хотел, чтобы многие наши жители республики пришли сюда и посмотрели, тем более, что это наша религия. Посмотреть на причудливую вязь коранических писаний съехались посетители из разных районов и городов республики. Каждый экспонат завораживает и притягивает внимание зрителей. Например, вот эта картина посвящена геноциду мусульман в Мьянме. Глубокий красный цвет и золотые буквы «А» это передают все настроение автора на момент написания работы. А многих посетителей картины художницы вдохновили на более глубокое изучение ислама. Знаете, несет какой-то свет, какое-то благородство. Все-таки это наша религия, это связано с нашей религией. Хочется учить даже суры, аяты, которую не учила и не знала, даже благодаря этим картинам. То есть хочется больше знать о религии. Честно говоря, не пожалела, что пришла, и приду и завтра, и послезавтра, и все дни, которые она тут будет. После экскурсии по экспонатам автор решила устроить небольшой мастер-класс для посетителей. Легкими движениями на белом холсте Айси написала первое и самое главное имя Аллаха, означающее единственность Бога. А после каждый желающий мог продемонстрировать свое умение управляться с кистью. Какая ты молодец. Очень красиво получается. Кстати, именно эта картина останется в музее и станет одним из экспонатов мемориального комплекса. Сегодня только первый день выставки. Любой желающий может посетить искусство пера до 19 числа. Сама выставка абсолютно бесплатная, но на входе в музей стоит вот такой вот ящик для сбора средств, который художница привезла с собой. Любой посетитель выставки может опустить сюда купюру другую. Все вырученные средства от выставки пойдут на лечение детей с ДЦП. Марина Стоева, Рахман Цуров, Новости 24. Следите за новостями на канале Ингушетия и до встречи в эфире.